Андан кийинки законду ошол эле биринчи муунда алынган горохту кайра өзү менен өзү чаңдаштырган. Бул учурда экинчи закон пайда болот. Ал Примерно так в ближайшее время будут учиться школьники страны. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и введением режима ЧП в отдельных районах Кыргызстана, школы выйти с весенних каникул не смогут. Вместо этого начнется обучение дистанционное. На него Министерство образования официально переводит учащихся с 8 апреля. Однако, если школьные уроки начнут проводить прямо с экранов ТВ, то как быть уверенным в том, что ученик присутствовал на занятии? Здесь особый упор ставится на контроль со стороны родителей. Тем более, что с введением повсеместного карантина у многих мам и пап появилась возможность больше проводить время со своими детьми. Уважаемые родители, вам нужно организовать просмотр телевизионных уроков согласно расписанию и утвержденному графику. Информацию можно получить и на сайте министерства, и через учителей, и через отделы образования на местах. Для детей дошкольного возраста, а также обучающихся в классах предшкольной подготовки и для учащихся первых-четвертых классов просмотр развивающих, познавательных телепередач, видеоуроков будет у нас демонстрироваться на канале «Баластан». Для обучающихся 5-11 классов это на канале ЛТР Илим-Билим. Сейчас ведомством составлено расписание занятий. Видеоуроки для 4-й четверти снимаются на базе 9 студий в Бишкеке и на базе телеканала ЛТР в южной столице. Запись идет на кыргызском и русском языках с участием свыше 200 педагогов. С середины марта учителя ведут с учащимися обратную связь посредством интернет-программ Zoom, WhatsApp, где также сообщают время трансляции видеоуроков. В слайдах вы увидите 4 картинки, символизирующих одно слово или словосочетание, которое необходимо угадать. А это уже видеоролик для студентов вузов. Они тоже будут обучаться дистанционно. И хотя опыт во всех высших учебных заведениях уже есть, онлайн-обучение – дело не из легких, признаются молодые люди. К примеру, Кыргызский экономический университет имени Рыскулбекова перешел на дистанционный режим преподавания с 16 марта. Онлайн-конференция Сейчас во время карантина мы проводим дистанционное обучение для студентов и магистрантов. Контроль над прохождением занятий осуществляется нашим учебным отделом в режиме онлайн. Ранее для профессорско-преподавательского состава университета были проведены тренинги по использованию специальных онлайн-программ. Разъяснены правила пользования через видеокурсы. В настоящее время каждый преподаватель проводит дистанционные и онлайн занятия со студентами через систему AVN, электронную почту, WhatsApp, Skype, Zoom и с использованием сервисов Google Classroom, Google Forms. К месту добавить, что Министерство образования и науки ведет переговоры с мобильными операторами, чтобы обеспечить студентов доступом к современным автоматизированным системам обучения вузов без подключения к сети интернет. Со стороны Министерства образования мы проводим соответствующие работы с операторами сотовой связи, чтобы они дали возможность открыть доступ без трафика к образовательным ресурсам. И вот в этом плане уже мы сейчас формируем такие открытые образовательные ресурсы, где студенты могут иметь доступ уже без трафика интернета. Также многие информационные системы предусматривают, например, если взять информационную систему АБН, в которой широко используется во многих вузах, есть мобильное приложение Келбил, с помощью которого студенты имеют доступ к своему кабинету, и с помощью этого мобильного приложения они имеют сервис обратной связи с преподавателями. Вместе с тем объявлен республиканский конкурс под названием «Цифровая педагогика». В нем могут принимать участие все учителя страны. Каждый конкурсант должен подать не менее 5 видеоуроков. Хронометраж видеоматериала до 25 минут. Предусмотрены и денежные вознаграждения. Лучший автор может рассчитывать на приз в 50 000 сомов. Изадор Умбаева, Нурдан Карпеков, «Пирамида».